Добрый вечер, любители волейбола. Начинаем 12-ю встречу между командами города Якутска и Чероптинского района. Первый судья Захаров Гаврил, первый судья Бережного Ася, извиняюсь. Второй судья Захаров Гаврил. Представляем основной состав команды города Якутска. Номер 1 Муратова Светлана. Номер 2 Титова Августина. Номер 4 Шишкина Светлана. Номер 5, номер 7 Трифонова Топтал. 9 номер Афонина Татьяна. Либера команды номер 14 Чичигнарова Ольга. Представляем основной состав игроков Чероптинского района. Номер 1 Захарова Валерия. Номер 7 Соловьева Нина. Номер 8 Федорова Нюргуяна. Номер 9 Оконечникова Анжела. Номер 11 Игнатьева Сардана. Номер 12 Дечковская Ольга. И либера команда номер 2 Светлана Степанова Евдокия. Представитель команды Саргалана Оконечникова. Подует команда города Якутска. 0-0. Хорошо защищается команда Чероптинского района. Сетка. Судья фиксирует сетку со стороны волейболиста Чероптинского района. 1-0. На подаче второй номер Титова Августина. Нападение с третьей зоны. Номер 8 ошибается. Федорова Нюргуяна. И команда Якутска завоевывает второе очко. 2-0. Хороший прием. Не поняли друг друга связующий и доигровщик сборной Чероптинского района. Хорошо защищается волейболистки из Черопчи. Еще раз простой сброс. Близко к сетке пасует Соловьева Нина. На данную передачу не успевает доигровщик команды Черопчи. 3-0. Ошибается на подаче Титова Августина. Мяч переходит в сборную Чероптинского района. 1-3. На подаче Захарова Валерия. Хорошая подача. Оставляют мяч в игре сборная Якутска. Неплохое нападение, но волейболистки
Чурапчи не постраховали своего нападающего. 4-1. Соскальзывает мяч с рук Федорова и Нюргуяны. И счет уже становится 5-1. Тайм-аут при счете 1-5 взяла сборная Чурапчинского района. Сейчас посмотрим, пошел ли тайм-аут в пользу игроков Чурапчинского района. Увы. Сборная города Якутска завоевывает 6-е очко. На этот раз хороший прием. Нина Соловьева аккуратно сбрасывает мяч. И добывает своей команде 2-е очко. 2-6. На подаче 11-й номер Игнатьева Саргалана, капитан команды. Ошибка при подаче. Подает капитан команды и играющий тренер сборной города Якутска Светлана Муратова. Не справляется с приемом Нина Соловьева. И счет уже становится 8-2. Шишкина Светлана приносит своей команде 9-е очко. Связующий не доводит мяч до 4-й зоны. Да. Что-то у Нины Соловьевой сегодня в данный момент либо не нравится передача ей, не может найти. От защиты города Якутска мяч переходит в сторону соперника, с которой не справляются чурапчинские волейболистки. 11-2. Хороший прием. Еще раз. На этот раз Нина Соловьева сбрасывает в 6-ю зону и приносит своей команде 3-е очко. На подаче 8-й номер Федорова Нюргуяна. Не смогли поднять мяч чурапчинские волейболистки. И при счете 3-12 берет тайм-аут команда с Чурапчинского района. Команда Чурапчинского района довольно молодая команда по сравнению со сборной города Якутска. Опять же не доводится мяч
до края сетки. Не поняли друг друга либеро и 8-й номер Череповецкой сборной. И потеряли мяч. 13-3 в пользу сборной города Якутска. На подаче Светлана Шишкина. Неплохой удар демонстрирует Оконечникова Анжеля, но попала в аут. 14-3. Аут. Светлана Шишкина рисковала, усиливала подачу, но мяч ушел в аут. На подаче Нина Соловьева. 4-14. Неплохая планирующая подача, но, увы, попала в аут. Со второй линии приносит 5-е очко Нина Соловьева. На подаче 12-й номер Дьячковская Ольга. 5-12. Шестнадцатое очко завоевывает команда города Якутска. Афонина Татьяна на подаче. Хотела продемонстрировать укороченную, но мяч попал в сетку. Замена в команде Чорапчи. На подачу выходит Пестрякова Сахая. 6-16. Справляется с подачей. Очень грамотно доигровщик переводит нападающий удар по линии в первую зону и выигрывает 7-е очко. Да. 17-е очко завоевывает сборная города Якутска. Оставляют мяч Черепчи в игре. Справляется с обманным ударом Светланы Мурадовой. И первый номер Захарова Валерия пробивает двойной блок. Завоевывает 8-е очко. На подаче Захарова Валерия. Хорошую планирующую подачу демонстрирует. Мяч оставляют в игре. В защите справляются. Сброс в шестую зону. И здесь ошибается Светлана Муратова. И сборная Чорапчи завоевывает 9-е очко. Девчата из Чорапчи начинают по ним потихоньку просыпаться, находить свою игру. Поле. Выходит, заменяют либера. Вышла Афонина Татьяна на ее место. В нее же подает ну и резкий сброс от Светланы Муратовой приносит 18-е очко сборной города Якутска. Неплохой прием.
со стороны капитана Игнатьева Сардана. Она сама же атакует и, увы, нападая со второй линии, игрок сборной города Якутска ошибается, попадает в сетку. Продолжает подавать капитан команды Чорапчи Игнатьева Сардана. 11-18. Справляется с приемом. В защите хорошие защитные действия демонстрируют волейболистки из Чорапчи. Двенадцатое очко завоевывает команда Чорапчинского района. Разрыв сократился до 6 очков. Подключают первую зону, третью зону. Ну и опять же столкнулись между собой второй и пятый номер. И тем самым потеряли мяч. 19-12 в пользу сборной города Якутска. На подаче Светлана Муратова. Опять же ошибаются при приеме. — 20-12. Меняет направление подачи Светлана Муратова. И завоевывает 21 очко. На подаче Светлана Муратова завоевывает, приносит своей команде 3-е очко. Чисто подачей. И продолжает подавать. 22-12. Аут. Мяч переходит на сторону волейболистов Чорапчи. На подаче Федорова Нюргуяна. Справляется с подачей. Не успевает накрыть мяч Оконечникова Анжеля. И мяч посылает в аут. 23-13. Опять разрыв увеличился до 10 очков. Хороший прием демонстрирует либера Чорапчинского района. Но на этот раз 9-й номер Анжеля Оконечникова демонстрирует хороший нападающий удар и приносит своей команде 14 очко. На подаче Нина Соловьева. Увы, аут. 24-14. Сетки касается игрок номер 2 города Якутска. 15-24. Подает Дичковская Ольга. Не получается довести мяч до игрока. Нападение. Либера поднимает мяч в защите. Да. 12-й номер чересчур близко подошла к блокирующим, тем самым не смогла достать нападающий мяч, отскочивший от блока. Первая партия закончилась со счетом 25-15 в пользу сборной города Якутска. Понятно.
Tohka. Kaçıncı numara kim geldi? Telefonuna taptal geldi. Kaçıncı numara? Потом 5 numara. Вот он 2 numara. Ben 2 numara. Tamam, bitti. Böyle ama senin 2 numara. Beş numara Святого Августина где-то. Немного напомню результаты предыдущих игр сборной города Якутска. Отыграла она 3 встречи, из них 2 победы, 1 поражение, всего 5 очей. Чурапчинский район. Игроки сыграли также 3 встречи, но у них 2 поражения, 1 победа. Вторая партия. Начинаем вторую партию. Счет 0-0. Второй судья проверяет расстановку команд. Подает команда Чурапчинского района. 9-й номер Анжеля Оконечникова. Не справляется с подачей. (1-0). Подает Федорова Анжелика. Не справляется с приемом чурапчинские волейболистки. И счет уже становится 2-0. Просто перебрасывают мяч. Светлана Муратова также перебросила мяч через сетку, которой не были готовы чурапчинские игроки. 3-0. Мяч, попав в сетку, перекатывается на сторону соперника. Счет 4-0. Опять не получается с нападением. Но на этот раз игроки Чурапчинской сборной грамотно поставили блок и выиграли первое очко. 1-4. На подаче Валерия Захарова. Хорошая подача. Сбрасывает Светлана Муратова мяч за спину, но, увы, попала в аут. 2-4. Рисковала Валерия Захарова. Мяч переходит к городу Якутску. 5-2. На подаче Титова Августина. Шишкина Светлана попадает в поле и приносит команде 6-е очко. 6-2. Нападает капитан команды Чурапчинского района.
Трифонова топтал, не справляется с нападением и попадает в сетку. 3-6. На подаче капитан команды Сардана Игнатьева. Аут. На подаче Светлана Муратова. Мы уже помним, что во второй партии она принесла на одной подаче в конце партии 3 очка. Но на этот раз Нина Соловьева справляется с приемом. Сбрасывает мяч. Сардана Игнатьева простым накатом завоевывает 4-е очко для своей команды. Подавать идет Нургиана Федорова. Либера Чичигнарова Ольга справляется с приемом. Сброс не получилось. Не получился. Опять атакует Шишкина Светлана. Сброс. Накат. На этот раз Нина Соловьева обводит блок Светланы Шишкиной и приносит своей команде 5-е очко, завоевывает. На подаче Нургиана Федорова. Светлана Муратова справляется с приемом. Блок смягчает нападающий удар Светланы Шишкиной, но защита не сработала чурапчинских волейболисток. 8-5. Хороший прием. Молодец. 9-й номер Оконечникова Анжеля. Подает Нина Соловьева. 6-8. Неплохой планирующий удар в прыжке, но, увы, мяч попал в сетку. На подаче топтал Трифонова, город Якутск. Мяч сбрасывается на игроку второй линии. Аут. Продолжает подавать топтал Трифонова. Хотела аккуратненько скинуть мяч Игнатьева Сардана, но не получилось. 11-6. Шишкина Светлана нападает со второй линии и приносит, завоевывает для своей команды 12-е очко. Понемногу разрыв в счете увеличивается. Опять связующие с доигровщиками не поняли друг друга. При счете 6-13 тайм-аут берет команда Чурапчинского района. У чурапчинских игроков чуть не получается игра в связке.
в большей степени мяч не доводится до края сетки, тем самым отсутствуют хорошие акцентированные нападающие удары, которые могли бы принести очко для своей команды. Оставляют мяч в сложной ситуации череповецкие волейболисты. Пас в третью зону. Не была готова к нападению Сардана Игнатьева. Но Светлана Шишкина приносит своей команде 14 очко. На подаче Топтал Трифонова, город Якутск. Хорошо держит свою подачу. На этот раз Анжела Оконечникова завоевывает очко. 7-14. На подаче связующий Ольга Дьячковская. Оставляют мяч в игре. Грамотно доводится мяч. Подстраховали. И опять подключает Светлану Шишкину. На этот раз она была не готова к данному пасу и попала в сетку. Дьячковская. Ольга продолжает подавать. Аут от Анжелики Федоровой. 9-14. Ошибку фиксирует судья при второй передаче. 10-14. Разрыв сократился до 4 очков. Аут. Связующие с обоих команд не добрасывают мячи до своих доигровщиков, до края сетки, тем самым усложняют атакующий удар. Да. Первый номер Валерия Захарова попадает в сетку. 15-11 в пользу города Якутска. Отсутствуют нападающие удары у череповецких волейболисток. Мяч остается в игре. Подключается к нападению Титова Августина. Замена в составе сборной города Якутска. Вместо игрока номер 5 вышла игрок под номером 10 Васильева Эвелина. На подаче Пестрякова Сахая. Счет 12-15.
Хороший прием. Связующий черепчинской команды ошибается при второй передаче. Опять не поняли друг друга связующий и нападающий игрок. Ну а Светлана Шишкина нашла свободное место на зоне, в шестой зоне, куда сбросила мяч. На подаче Анжелика Федорова. Неплохая подача. Все игроки сместились в четвертую зону, тем самым не постраховали открытую вторую. Туда сбросила мяч Светлана Шишкина. В сетку попадает игрок номер 11 черепчинской команды. Замена. Вместо игрока номер 11 зашла игрок под номером 6 Иванова Ливанна. Футбольным приемом номер 7 защитилась, но, увы, блок не спас город Якутск. И мяч переходит в сборную Чорапчи. 13-19. Хорошая планирующая удача. Подача Захаровой Валерии попадает в аут. На подаче Васильева Эвелина. Попадает в сетку. Подает Иванова Ливанна. Это игрок, вышедший на замену. Не справилась также с подачей. Подруги подбадривают. Светлана Шишкина приносит своей команде 22-е очко. Перерыв и тайм-аут берет команда Чорапчи при счете 14-22. Завтра у нас 4 игры. Первая игра Чорапчинский район, Усалданский район.
Вторая игра Алекминск встречается со сборной города Якутска. И третья игра будет наиболее, наверное, интересная и решающая. Это между Амгинским и Милинскими районами. Эйс от Светланы Муратовой. Не попала по переходящему, жестко не попала по переходящему мячу Светлана Шишкина. Заступ. Восьмой номер Федорова Нюргуяна на подаче. Аут. 16-23. Эйс теперь со стороны восьмого номера Федоровой Нюргуяны. Первый тайм-аут берет сборная города Якутска. Семнадцать 23. Двадцать 24-17 после нападающего удара Светланы Шишкиной. Не смогли защитить мяч игроки сборной города Якутска. На подаче Нина Соловьева. При счете 18-24. С третьей зоны нападает Анжела Оконечникова. И приносит своей команде 19-е очко. Опять же мяч хорошо не доводится до игровщика. Приходится пасовать на вторую линию. Не успевает поставить блок Валерии Захаровой. Счет становится 20-24. На подаче Нина Соловьева. Хороший прием. И Анжелика Федорова приносит своей команде 25-е очко и победу во второй партии.
Вторая партия закончилась со счетом 25-20 в пользу сборной города Якутска. Счет в партиях 2-0. Начинаем третью партию. Счет 0-0. Подает команда города Якутска. На подаче Анжелика Федорова. Либера занимает свое место. Обе команды подбадривают хлопками и криком друг друга. Нападающий удар Нины Соловьевой не смогла оставить в игре Татьяна Афонина. И счет 1-0. Повела команда сборной Чоропчи. Хорошая планирующая. Сама же подала, сама же приняла перешедший мяч. Либера неплохо постраховала, но в первой зоне никого не оказалось. 1-1. На подаче Августина Титова. Просто перебрасывает связующий на сторону соперника мяч. Постраховали друг друга блокирующие Чоропчи. При хорошей доводке связующий Ольга Дечковская хорошо довела мяч во вторую зону до своего доигровщика. Но при подаче капитан команды Сардана Игнатьева ошиблась. 2-2.
На подаче Светлана Муратова. Справляется с приемом либера. И опять же, как в предыдущей ситуации, остается первая зона пустой, куда мяч от блока попадает в поле. Хороший прием. (4-2). Не смогли оставить мяч в игре череповецкие волейболистки. Еще становится уже 4-2. Ольга Дичковская дважды подключила игрока в третьей зоне, но при втором нападении нападающий попала в аут. Светлана Муратова подает в сетку, ошибается при подаче. Подача переходит игрокам Череповецкого района. 3-5. На подаче Нургуяна Федорова. Неплохая подача. Светлана Шишкина пробивает двойной блок и приносит команде 6-е очко. И сама же пошла подавать. 6-3. Второй номер Анжелика Федорова завоевывает 7-е очко. Разрыв понемногу увеличивается. Неподготовленное нападение. Стояла на месте, не успела отойти от сетки. И с места прыгнув, попала в аут. Девятый номер Анжела Конечникова. Центральный блокирующий. (6-7). Ошибается Федорова Анжелика. На подаче Нина Соловьева. Простой переброс. Опять в третью зону мяч пасуется. Оставляют мяч в игре. Скользнул мяч по руке Нины Соловьевой. И счет уже 8-6 в пользу города Якутска. Со второй задней линии нападает номер 11 капитан команды
Судья фиксирует сетку. 9-6. Туда же подает Таптал Трифонова. Нина Соловьева не справляется с приемом. И разрыв увеличился до 4 очков. И первый тайм-аут в третьей партии берет при счете 6-10 команда Черепчинского района. На подаче Таптал Трифонова. Тайм-аут пошел на пользу сборной Черепчи. 7-10. На подаче Дьячковская Ольга, связующий команду Черепчи. Светлана Шишкина справляется с приемом. Ошибка. 8-10. Укоротила подачу Дьячковская Ольга. Не успели среагировать. Еще раз подает укороченную подачу. Завоевала 3 очка. Тем самым сравнивает счет 10-10. На этот раз подала более сильно. Анжелика Федорова приносит 11 очко. Подает Татьяна Афонина. Неплохой прием. И опять же не успевает 5-й номер отойти от сетки. Захарова Валерия переводит мяч в первую зону и находит пустое место. Завоевывает своей команде 11 очко. Замена в команде Черепча. На поле вышла под 5-м номером Пестрякова Сахая на подачу. Усложнила подачу. Одиннадцатый номер, капитан команды Игнатьева Сардана, приносит 12 очко. В этой партии она начинает более уверенно атаковать. Не хватило высоты блока у 8-го номера Федоровой Нюргуяны. Мяч остается в игре. Простой переброс. На этот раз Игнатьева Сардана скидывает мяч в 6-ю зону. Завоевывает 13 очко. На подаче Захарова Валерия. Хорошая подача. С простым накатом не справляются
волейболистки из Чоропчи. И подарили 13 очков сборной города Якутска. 13-13. Справляются с приемом. Несильным ударом Нина Соловьева попадает в аут. То есть попадает в поле. 14-13. Сетка фиксирует первый судья. 15-13. Впервые в этом матче игроки сборной Чоропчи выходят вперед. К сожалению, мяч попал в аут после удара Нины Соловьевой. А так было задумано, конечно, правильно. Светлана Муратова на подаче. Да. Прием мяча практически без траектории, поэтому связующая не успела перебросить мяч через сетку. Да, не была готова 11 номер к нападению. Но на этот раз Светлана Шишкина своей ошибкой подарила 16 очко команде Чоропчи. На подаче Нюргиана Федорова. Нина Соловьева хотела переправить мяч в четвертую зону, но не получилось. Не хватило высоты съема мяча. Прием. Не справились в защите. И уже 17-16 в пользу сборной города Якутска. При данном счете сборная Чоропчи взяла тайм-аут. Данная партия показала, если игроки с чоропчинской сборной начинают нападать, то данные действия приносят результат. Очко. 17-16. Подает Светлана Муратова. И Светлана Шишкина, извиняюсь. Справляются с приемом. Оставляют мяч в игре. И в безобиднейшей ситуации 9-й номер Анжелика Конечникова не справляется с перебросом. 18-16. Вот так должна была сыграть в предыдущей ситуации. Аут. Мяч попадает аут. Аут.
Светлана Соловьева на подаче. Светлана Муратова хорошо принимает. Застоялись девушки. Также не поняли друг друга Светлана Муратова и Светлана Шишкина. Восемнадцать. Второй номер Анжелика Федорова. С третьей зоны нападая приносит 19-е очко. 19-18. Оставляют мяч в игре. Девятый номер Анжелика Оконечникова выигрывает очко. 19-19. Грамотно перевела мяч и обвела блок первый номер Захарова Валерия и принесла 20-е очко для своей команды. Впервые в этой партии тайм-аут берет сборная города Якутска. Идет равная борьба в этой партии между командами. Не справляется с приемом Светлана Шишкина. Второе очко после тайм-аута приносит своей команде связующий по 12 номером Ольга Дичковская. Вышла на прием либера города Якутска. Оставляют мяч в игре. Простой накат. Светлана Муратова перебросила мяч просто через сетку. Но 9-й номер разыгралась в конце партии. Анжела Оконечникова приносит 23-е очко и заставляет сборную города Якутска взять второй тайм-аут. Более уверенная игра в нападении принесла результат в третьей партии. Впервые с отрывом в 4 очка ведет сборная Чарапчинского района. Девчата сами также почувствовали уверенность. В игре на передней линии и в нападении, и на блоке. Неожиданное решение принимает Анжела Оконечникова, сбрасывая мяч в 6-ю зону. 24-19. Матч-бол.
увы. 25-е очко завоевывает сборная команды Чоропчи и делает счет встречи 2-1. Четвертая партия. Счет 0-0. На подачу Оконечникова Анжеля. Подачей своей приносит первое очко своей команде. Счет 1-0. Ошибается. 1-1. Федорова Анжелика на подаче. Ошибку допускает Светлана Муратова. 2-1. Не заладился прием сборной города Якутска с третьей партии. 3-1. И опять же вторая ошибка при подаче со стороны игроков Чоропчинской сборной. На подаче Эвелина Васильева. Ослабили блоком нападающий удар Светланы Шишкиной. Опять же ей цепляет блок нападающий удар. Третье нападение не проходит у Светланы. В нападении была 11-й номер Сардана Игнатьева. Попала в аут. На подаче город Якутск. Продолжает подавать Эвелина Васильева. Справляется с приемом.
Нина Соловьева приносит 4-е очко. Также более уверенно она начала нападать по сравнению с первой и второй партией. Аут. Город Якутск сравнивает счет в этой партии 4-4. Хороший прием. Нападение с задней линии. Светлана Муратова ошибается. Нападача Федорова Нюргуяна. Не справляется с приемом либера команды. Чекнарова Ольга. 6-4. Третье очко после подачи. Третья ошибка со стороны Черепчи при подаче. Да, на пустой сетке ошибается Нина Соловьева, желая сбросить мяч. Поле. Попадает Светлана Шишкина. И счет становится 7-6. Восемь-6. На подачу Светлана Шишкина. Хороший прием. После нападающего удара мяч возвращается в сторону черепчинских волейболисток. Мяч остается в игре. Хорошую защиту демонстрируют обе команды. Простой сброс. И на этот раз Анжела Конечникова выигрывает очко. 7-8. Не попадает по мячу Анжела Конечникова. Так хорошо было задумано. Счет 9-7. Перифонова топтал, ошибается при подаче. 12
8-9. На подаче 12 номер Дьячковская Ольга. Мы помним, как в конце предыдущей партии она принесла много результативных очков с подачи, но сейчас, увы, ошиблась. 10-8. Подстраховались своего нападающего. Нина Соловьева не справляется с нападением с задней линии. 11-8. Сетка. Второй номер ошибается при нападающем ударе. На подачу вышла Сахая Пестрякова. Сардана Игнатьева не смогла сама себя подстраховать после блока. 12-9. Счет стал 13-9. Один в один закрывает блоком Нюргана Федорова Светлану Шишкину и приносит своей команде 10-е очко. На подаче Захарова Валерия. У нее неплохая подача. В этот раз справляются с подачей. Светлана Муратова перебросила игроков Череповецкой сборной. Перехитрила. Сардана Игнатьева пробивает двойной блок. Неплохая подача. Мяч остался в игре. Обе команды ищут пустое место на площадках соперника. Евгения Федорова с третьей зоны нападающим ударом приносит 12-е очко. На подаче Сардана Игнатьева продолжает подавать. Повезло. 13-14. Рисковала, но, увы, мяч попал в сетку. 15-13. На подаче Светлана Муратова. Сейчас череповецким волейболисткам необходимо принять мяч грамотно. Подстраховала сама себя 8-й номер. Топтал Трифонова, попадает в поле. Светлана Муратова продолжает подавать.
мяч оставили игроки сборной города Якутска. Да, либера команду Черепчи перебросила связующего. И счет стал в четвертой партии 13-17. При этом счете сборная Черепчи взяла тайм-аут. В четвертой партии игроки сборной Черепчи стали больше ошибаться. Поэтому стали проигрывать в этой партии. Подкал Трифонова выигрывает 18 очко. (19-13). Замена сборной Черепчи. Возвращается на площадку Анжела Оконечникова. А тем временем Светлана Муратова хорошо держит свою подачу. На этот раз Светлана Шишкина блокирует Нургияну Федорову. И счет уже стал 20-13. Светлана Шишкина приносит 21 очко своей команде. Методично подает в одно место Светлана Муратова. Не успела перевести руки 8-й номер Нургияна Федорова. Хорошим нападающим ударом 8-й номер Федорова Нургияна приносит своей команде 14 очко. Разрыв 8 очков составляет между командами. Нападение Нина Соловьева. Грамотно распорядилась мячом. 15-22. Мяч от блока уходит в аут. 23-15.
переходящим мячом не справилась Анжелика Оконечникова. Одну очко отделяет от победы сборную команду города Якутска. Шестнадцать 24. Расстановка сборной города Якутска. Второй номер Федорова Анжелика приносит победу в этой партии. 25-17. Общий счет встречи 3-1 в пользу сборной города Якутска. Город Якутск завоевал очередных 3 очка. Всем спасибо.